Мусульмане рохинджа продолжают бежать из мьянманского штата Ракхайн в Бангладеш. По данным ООН, за последние почти 2 недели границу пересекли более 123 тысяч человек. Рохинджи бегут из страны, опасаясь преследования со стороны военных. Солдаты стреляют по мирным гражданам, даже когда те уже покидают Мьянму. Позади осталась другая лодка. В ней плыли мои родственники. Когда они отплывали, военные вдруг начали стрелять в нас. 10 моих родственников, в том числе сын и внук, утонули в море. Нам как-то удалось сбежать. УВКБ ООН также подтверждает, что мирные жители погибли, когда бежали из Мьянмы. Некоторые люди сообщили, что их родственников сожгли, либо расстреляли, либо забили до смерти. Многие бежали в леса или горы и прятались там несколько дней, прежде чем смогли пересечь границу. Вооруженный конфликт в Мьянме разгорелся 25 августа, когда боевики рохинджа напали на полицейские блокпосты в штате Ракхайн. В столкновениях уже погибло почти 400 человек. При этом мьянманские власти заявляют, что ведут борьбу с так называемыми террористами. Она началась в октябре прошлого года после подобных нападений боевиков рохинджа на блокпосты полиции. С тех пор военные в больших масштабах преследуют рохинджа, которые живут на севере Ракхайна. Международная организация по миграции сообщает, что большинство беженцев живут в плохих условиях, голодают и у них нет доступа к медицинской помощи. Многие из этих людей живут в ужасных условиях, в импровизированных убежищах и без еды. Некоторые живут на свободе, а некоторые в военной зоне в Бандарбане. Туда не могут попасть гуманитарные организации. Гуманитарную помощь рохинджа уже обещает оказать Индонезия. Тем временем генеральный секретарь ООН призвал правительство Мьянмы прекратить насилие. Я думаю, мы стоим перед риском этнической чистки. Надеюсь, этого не произойдет, и обращаюсь ко всем властям Мьянмы, гражданским и военным. Необходимо остановить это насилие, которое, по моему мнению, может дестабилизировать регион. Антонио Гутерриш предложил Совету Безопасности разработать план действий, чтобы остановить конфликт в Мьянме.